Власти региона будут субсидировать затраты на проведение газа инвалидам и малоимущим семьям, о чем Ради Хабиров сообщил во время своей рабочей поездки в Благовещенский район. Руководитель республики раскритиковал местных начальников за плохой контакт с жителями микрорайона Северный, где есть проблемы с дорогами, газом, отсутствием уличного освещения и водопровода. Также сегодня Ради Хабиров осмотрел модернизированное производство терефталевой кислоты на заводе «Пылиев» и провел выездной инвестиционный час. Там рассматривали возможность финансово поддержать бизнес-проекты, реализуемые в Благовещенске. Узлы трубопроводов и скопление установок производят дефицитный в стране химический продукт – терефталевую кислоту, то есть основу полиэтилена. Потребность России в сырье 500 тысяч тонн. Чуть больше половины от этого объема было на плечах Пылиева. На предприятии решили увеличить производство кислоты. На расширение затратили 6 миллиардов рублей. Ради Хабиров поздравил заводчан с модернизацией и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с предприятием. Мы, завершив одно предприятие, устроены так, что смотрим уже на другое, поэтому я полагаю, что у нас есть впереди возможности, обсуждения и горизонты, и перспективы для дальнейшей работы с Сибуром. Но экономический эффект сам за себя говорит. Пылиев по-прежнему остается крупнейшим производителем терефталевой кислоты в стране, которая является основой для линолеума, различных строительных материалов и даже детских игрушек. Наращивание мощности обязало предприятие повысить свою ответственность в части экологии, внедрив современные технологии при обработке отработанных стоков и газов. Речь идет о новой установке окисления газов, которая снизит объем выбросов завода в атмосферу в 2 раза. А аппарат воздушного охлаждения исключит выделение производственных паров, на что предприятие тратило очень много электроэнергии. Производство безопасное, и мы дополнительно к тому, что делали с точки зрения экономики в проекте, мы делали целый набор экологических вещей. Это касалось и выбросов воздуха, касалось и запасной воды, это касалось возможности рекуперации тепла, а не выбрасывания его, возвращения обратно в процесс. Часть расходов на эти проекты возместили благодаря дешевым кредитам Фонда развития моногородов. После того, как Благовещенск стал территорией опережающего развития, бизнес может рассчитывать на новые субсидии и льготы. Перспективные проекты оценили на выездном инвестчасе. Резидентами Тассера могут стать производитель косметики, текстиля и стройматериалов. У нас должны попасть либо в зону ответственности индустриального парка, который должен будет здесь, и по этому поводу есть соответствующее распоряжение правительства о создании на территории района близ города Благовещенск индустриального парка. Ну и, соответственно, мы проводим сегодня ряд переговоров с достаточно большим количеством потенциальных резидентов. Многие работники предприятий Благовещенска живут в микрорайоне Северный. Радию Хабирову люди писали жалобы на отсутствие уличного освещения и водопровода. Но больше всего жителей беспокоит разбитая дорога, из-за чего даже таксисты отказываются принимать вызовы из Северного. Детей вот сейчас осень, детей в школу возить очень тяжело. И даже вот автобус мы долго ждем. Ну, вот на остановке с детьми обратно ехать. Даже такси, вот хотим ехать, они сюда не хотят. Вот зимой особенно тяжело, мы выходим со школы, стоим на морозе, мерзнем с детьми. Это на остановке. У муниципалитета есть возможность отсыпать щебень, но не хватает техники. Ради Хабиров заверил, что машины будут выделены после комплексной закупки. А вот провести в домах газ вскоре станет дешевле. Руководитель республики сообщил, что правительство вскоре будет субсидировать эти затраты для малоимущих и инвалидов. Это очень дорого, оно стоит где-то до 120 тысяч рублей. Мы так газ кладем, а вы не подключаетесь, потому что денег у людей нет. Вот мы для самых бедных. У вас, я так понимаю, здесь вон дома побольшие, состояние подключить. Но имейте в виду, просто что для тех, кто нуждается, вот такая скидка у нас. Приведут в порядок и городской пруд, заявил Ради Хабиров. Благоустройство оценивается в 110 миллионов рублей. Местные власти рассчитывают, что получат финансирование в рамках проекта с сохранения уникальных водных объектов. По словам руководителя Башкортостана, такой ухоженный уголок должен появиться в каждом городе и районе республики. Максим Окунев, Артур Ханов, Виктор Миренков. Новости. Благовещенский район.